Всевышний говорит, обращаясь к нам, «Фафирру иля Аллах», так бегите же к Аллаху. Бегите же к Аллаху. Счастливые люди бегут к Всевышнему, а несчастные убегают от Него. Убегают от Него, но не к Нему. Однако, пока человек жив, Всевышний не лишает его надежды на свою милость и говорит, когда бы ты ни пришел ко мне, я приму тебя. Если ты придешь ночью или днем, я приму тебя. Если ты приблизишься ко мне на 5, то я приближусь к тебе на локоть. Если ты пойдешь ко мне шагом, я двинусь навстречу к тебе бегом. Если ты придешь ко мне с таким количеством грехов, что они заполнят собой всю землю, но встретишь меня, не предав мне ничего в сотоварищи, то я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет все эти грехи. Если ты совершишь столько грехов, что они достигнут небесных туч, а потом попросишь у меня прощения искренне, я прощу тебя. Есть ли кто-то щедрее и великодушнее Аллаха? Есть ли кто-то щедрее и великодушнее Аллаха? Всевышний ниспослал нам ясное Писание. Ясное Писание, проведшее границу между прямым путем и заблуждением, между отклонением и верным курсом, между счастьем и несчастьем. Это Писание – милость Аллаха. Милость Аллаха, дарованная людям, залог благополучия всех творений. Оно есть прямая стезя, ас-сиратуль мустаким, идущий, по которой никогда не зайдет в тупик и не сойдется. Оно озаряет слепые взоры, исцеляет болезни сердец, оживляет сознание, доставляет блаженство душе. Слова Корана – это сады, умиротворяющие людские сердца. Они направляют дух в обитель отрады и гласят по утрам и вечерам: «О стремящийся к счастью! О стремящийся к счастью, идите к Нему!» Всемилостивый и любящий Господь отправил к нам своего посланника, чтобы удержать нас от гибели, чтобы вести нас к счастью. Святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о том, что люди, они подобны кузнечикам и мотылькам, которые летят на огонь. А он старается отгонять их от этого пламени. И пророк говорит: «Я держусь за ваши пояса, удерживая вас от огня. Я говорю вам: прочь от огня, а вы вырываетесь у меня из рук и попадаете в пламя». Поистине религия Аллаха – это Ноев ковчег. Это ковчег Нуха и всех посланников, пришедших вслед за ним. Кто восходит на этот ковчег, тот обретает спасение, а кто не желает делать этого, тот тонет. Стало быть, ключом счастья являются заветы Аллаха. Если мы крепко схватимся за эти заветы, которые Всевышний ниспослал нам в своем Писании, Коране и в сунне своего посланника, отправленного в качестве милости для миров, то непременно обретем счастье. Если позволит Всевышний, на наших последующих передачах мы будем говорить об этих заветах, об этих зубцах ключа, которым открывается дверь счастья. Мы будем рассматривать их вместе с вами, один за другим. Мои дорогие братья и сестры, мои уважаемые соотечественники, пусть Всевышний будет доволен всеми вами, пусть Он дарует вам все блага этого мира и все блага мира вечного, и пусть Он защитит вас от всякого зла и защитит от всякого зла ваши семьи. Мы просим Его простить и помиловать всех верующих, живых и умерших, и да благословит Аллах, и да приветствует пророка нашего Мухаммада, всех его сподвижников и последователей, и да хранит вас Аллах. لا إله إلا الله محمد رسول